Сотрудник администрации Малгобека вместе с работником городского военного комиссариата поадресно обходят молодых людей призывного возраста. Здесь по адресу Базоркина, 50, проживает Рамзан Гадиев. Молодой человек еще в прошлом году достиг призывного возраста, но служить не отправился. Как объясняет мать, сын учится и должен получить отсрочку. Для этого ему необходимо прийти в военный комиссариат и предоставить справку. 05 октября в 10 часов он должен справку туда предоставить. Хорошо. Иначе его Хорошо, диктует. По второму адресу, где зарегистрирован еще один призывник, к гостям никто не вышел, и статус молодого человека остался неизвестным. А вот по Ватутина 7, где проживает Магомед Богатырев, работники администрации застали маму призывника. И как выяснилось, он также учится. Матери передать повестку не позволяет закон, и как в первом случае призывник должен обновить статус отсрочки. Ежедневно представители администрации и работники комиссариатов проводят подворовые обходы, общаются с родными призывников, объясняют необходимость прохождения срочной службы. Если учитывать, какие изменения внесены в закон о воинской службе, молодым людям призывного возраста лучше отслужить 1 год, чем бегать и получать штрафы. Я бы вот здесь хотел бы заострить внимание призывников, чтобы мы не прибегали к этим административным штрафам. Призывник сегодня немножко бытует мнение и у родителей, и у призывников самих. Дело в том, что когда приходит к ним оповестить с повесткой или от военкомата, с администрации человека, родители, хотя этот призывник дома, они говорят, что его нет дома, что он на выезде. А потом, получается, через 2-3 дня его где-то видят в селе, там, в городе, все это дело. Это уже автоматически до 20 тысяч штраф, если он изменил место пребывания и не сообщил об этом в военный комиссариат. Я просто один пример привел. Если по повестке не явился, это уже 30 тысяч штраф. Там штрафы за неоповещение должностным лицам и юридическим лицам вообще в разы увеличили. Сроки призыва в этом году как никогда сжаты. Призыв начнется 1 октября и должен закончиться до конца ноября. Но приказ будет выполнен, заявляют работники военного комиссариата. Всего от Малгобека и Малгобекского района ряды вооруженных сил должны пополнить около 60 человек. Мероприятия по подготовке к проведению призыва, осеннего призыва, военным комиссариатом выполнены все 100%. Оповещение мы начали за 2 месяца вперед до начала призыва. Проводим оповещение. Медицинская комиссия, врачи выделены, состав медицинской комиссии определен. Она тоже с 1 октября, с рабочего дня, начнет работать. Также в этом году изменения коснулись и оповещения граждан призывного возраста. Теперь, кроме вручения повестки в руки, призывников будут ставить в известность через госуслуги. При этом нужно отметить, что если пришло уведомление в систему, призывник автоматически считается оповещенным. Пока у нас вот этот процесс он не начался, подготовка идет, какие тоже требования там идут, тоже мы знаем, что будет ограничен право на выезд, будет изыматься водительское удостоверение. Призывник не может после этого регистрировать никакую собственность. Помимо того, что срок службы уменьшился с 2 лет до 1 года, произошла гуманизация службы. Срочников по возможности направляют вблизи места жительства. В увольнении можно надевать гражданскую одежду, связываться с родными по мобильному телефону. Также призывникам и их родителям напоминают, что срочники не будут участвовать в специальной военной операции. Много ребят, которые проходили службу и в Ленинградской области, и в Московской области, их забирали в Белгородскую область, они проходили в Курскую область, потом в другие уголки забирали, но саму зону проведения СВО пока у нас ни один призывник не проходил службу, и насчет этого есть документ, приказ министра обороны, что граждан призывного возраста по призыву военную службу проходить не будут в этих регионах. Служить ингушские призывники отправятся в элитные войска, зенитные, ракетные, военно-морского флота, Национальной гвардии, воздушно-космические и ряд других. В целом на военную службу в стране будут призваны молодые люди от 18 до 27 лет, а уже со следующего года и до 30. Об увеличении срока службы в рамках этого призыва речи пока не идет. Муслим Ганиев, Султан Магушков, Новости 24.